Запаха нет вообще никакого. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас продолжение нашей рубрики «Музей летних рецептов». И мы будем готовить жвачку. Ну, по-якутски будет это газ. Как раз мы будем его делать из бересты, из березы бересты. Ну, для этого у нас как раз на территории музея ведутся сейчас ремонтные работы. И в этот момент пострадала одна береза. Ее повалили случайно рабочие. И мы решили как раз с этой бересты сделать нашу жвачку. Для этого нам надо его сперва содрать, мягкую часть. И для рецепта самое главное нужна живая береста, содранная из живой березы. Но мы хотим сказать то, что береза для наших предков, для якутов и для Якутии вообще является одним из таких важных моментов. Из нее делали почти все, начиная от пищевой утвари, заканчивая домами, постройками. Это у нас урса из бересты, одна из летних видов жилища. Но также даже в погребальных обрядах использовали бересту, как раз ту бересту, которая в России находилась, закрывали гроб усопшего. И таким образом береста является одним из важных факторов жизни наших предков. Ну, еще в глубокой древности, так скажем, наши тоже предки, древние люди, тоже добывали из березы деготь, из березовой коры, но они не кушали его, они использовали его как клей. Это очень хороший связующее вещество. Они склеивали при помощи этого березового дегтя наконечники стрел, свои орудия труда. Это очень хорошо доказано археологией уже. Вот мы собрали уже бересту. У нас получилось вот такой объем. Но мы делаем первый раз. И из-за этого посмотрим, какое количество жвачки выйдет с этого объема бересты. Здравствуйте! Эстафета перешла ко мне. Мы сложенную бересту положили на стол. У меня на столе сливочное масло. Сейчас премия черной смородины. И вот мы собранную своими руками черную смородину сегодня принесли, и она послужит ароматизатором нашей жевательной резинки. И еще у нас чугунный горшочек, в который мы будем варить бересту и получим природную, полезную для здоровья жевательную резинку. Итак, приступаем. Мы сначала очищаем от внешнего белого слоя нашу бересту. Таким способом наши предки готовили себе жевательную резинку. Она была очень полезной для здоровья, полезной для десен, для зубов. Она повышала работоспособность. Кстати, очень полезна для беременных женщин. И очистив белый слой, мы сразу начинаем резать на маленькие кусочки, чтобы очень хорошо, быстро, главное, сварилось. Такой ес я никогда не пробовала. И оказывается, эта натуральная жвачка излечивает зубную боль. Если у вас есть под рукой, вот по технологии, которую мы сейчас покажем, сделаете себе такую жевательную резинку, и вот зимой, весной, если нечаянно заболит зуб, вы сразу берете эту жвачку, и зубная боль проходит, и вы таким образом до похода к стоматологу сами лечите свой зуб. Все. Собрали горшочки, и при этом мы заметили, что если натянуть такой очищенный слой, он растягивается, как жевательная резинка.
Видите? Вот. Мы обрадовались этому как дети. Вот сейчас я интенсивно помешиваю палочкой, которую сделал наш сотрудник Михаил. Такие умелые сотрудники работают у нас. Так, наливаем наше сливочное масло. По воспоминаниям ложили большое количество масла. Так, я положила вот столько. Хватит, да? Или добавить? Посмотрим. Ага, в процессе посмотрим. Если что, добавим. И включаем нашу печку. Печка наша включилась, и начинаем наше помешивание. Масло отправляем на самый низ, чтобы оно расплылось и было такой базой для приготовления нашей жвачки. Ой, говорят, готовится очень долго, должно томиться. Иногда готовили в духовку ложили, и целую ночь жвачка готовилась. Ну и посмотрим. Опять же, все узнаем в процессе. Слышим звук растопленного сливочного масла. У нас такие появились кудряшки, все в позолоте, красивые. И у меня появилась ассоциация, как будто я готовлю кудряшки для буратино. Все, ага, теперь закрываем и ждем. Прошло 1,5 часа. Видите? Дым коромыслом, можно сказать. Открываем. У нас вся береста черная, черная. Мы ее помешиваем. Едкий запах. Ничего не видно, да. Такое ощущение, что мы точно колдуем. Да. Такой вот сказочный у нас дым. Такая вот масса. Деготь, да? Получается, да, деготь, получается деготь. И в скором времени оно превратится в однородную такую черную массу. Мы ее вытащим и положим в холодную воду. Прошло 2 часа. По всей видимости, у нас жевательная масса готова. И мы сейчас его вытащим и опустим в холодную питьевую воду. Вау, посмотрите, что у нас получилось. Однородная черная кашица. Так и должно было выйти. И под вашим взором опускаем в холодную воду. Оно остынет. Вода опускается для того, чтобы остудилась, чтобы потом вылепить массы. Ягоды добавляю чисто для вкуса, чтобы сделать такую специфическую жевательную резинку. По-моему, достаточно. Так, пускай варится. А теперь
вернемся к нашему первому детищу. Леплю себе в воде, да, на пластилин похожа консистенция, как у пластилина, да. Вот, вылепили. А Повыше, те- повыше, повыше. Мгм. Теперь сделаем наши жевательные резиночки. Вот, вуаля, вашему вниманию. Как вы видите, вот наша ягодная жевательная резинка с черной смородиной. Она очень хорошо, специфично пахнет. Мгм. Сейчас из нее вот будем делать также маленькие крошинки. Гыс со вкусом черной смородины. Карахаптас монёнантаннах гыс. Пришло время пробовать. Итак, мы все берем по одной. Еще какой берешь? С ягодой. Ну, я обычный возьму. Ну, Хорошо жуется. Да? Мгм. Ну, я обычный взяла. Ягодная кислинка дает, копченая. Пахнет только резинкой. У меня без ягоды. Ягодная. Приятно жуется. Такая мягкая-мягкая. Что попробовала два варианта. Все-таки обычная, она вообще нейтральная, безвкусная и просто жуется. А уже со вкусом она немножко отдает горечью, пластилином. Вот, поэтому лучше, наверное, обычную. Виктория Степановна согласна? Я попробовала только обычную. Мгм. А вот эту тогда? Не попробовала. А не хотите? У меня там все залито.